В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Сегодня День Конституции. В Якутии, как и по всей стране, прошли праздничные мероприятия. Повышение качества жизни в Арктике обсудили на выездном заседании Ленского клуба в Москве. Владимир Путин дал поручение по развитию региональной авиации. Вопрос крайне важен для нашей республики. Нелегальные таксисты в Мирном. Сотрудники ГИБДД бессильны в этом вопросе. 5 золотых и 1 серебряная медали на двоих. Якутские спортсменки вернулись с соревнований по биатлону из Мурманска. И дайджест событий Ленского района в обзоре наших коллег. Сегодня вся страна празднует День Конституции Российской Федерации. По республике тоже проходят мероприятия, посвященные всероссийскому празднику. И сегодня в Якутске в актовом зале Дома правительства прошло торжественное собрание общественности. Поздравить граждан с наступившим праздником собрались известные общественные и политические деятели. Во время собрания также прошла церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации, на которую были приглашены учащиеся школ города Якутска. Конституция именно как основной документ страны гарантирует нам мир, согласие, определяет ценности, которыми мы должны руководствоваться, объединяет все слои общества, все политические силы, всех, кто стремится менять нашу страну к лучшему, чтобы она была могущественнее и прекраснее. Поздравляю вас с этим праздником от имени главы республики и правительства. В Москве сегодня начались Дни Дальнего Востока, где отдельным стендом презентована и наша республика. О важности происходящих событий в столице страны расскажет наш СОБКОР Максим Кардозо. Мы находимся на площадке экспоцентра, где 11 регионов Дальнего Востока презентовали себя, показали во всей красе. Вообще зона экспоцентра поделена на несколько таких больших отсеков. Например, один посвящен продовольствию, другой истории, третий артефактам. Вот Якутия представила, например, стенд с мамонтенком Юка. Вокруг него всегда очень много людей. Конечно, всем интересно посмотреть на это доисторическое животное. И здесь есть такой ноу-хау. Можно отсканировать тушу и увидеть, как мамонты выглядели раньше, что они ели и как погибли. Вообще каждый регион пытается выделиться по-своему. Сюда люди привезли и живых лаек, также можно увидеть и драгоценные камни, драгоценные металлы, нефть. Презентации свои проводят и университеты. Но также здесь на форуме и обширная деловая программа. Не нужно об этом забывать. С самого утра здесь проводится подписание. Вот мы сейчас побывали на подписании плана реализации соглашения между Якутией и Северным морским флотом. Давайте послушаем итоги этого подписания. Именно с возвращением наших вооруженных сил в Булунский район, поселок Тикси, сейчас началось его возрождение. Мы видим, как укрепляется арктическая группировка вооруженных сил, как укрепляется Северный флот. С 1 декабря на постоянное боевое дежурство уже стали части противовоздушной обороны. И с северного направления сейчас наша граница закрыта в районе Тикси. И мы, конечно же, связываем с возвращением вооруженных сил на территорию республики достаточно серьезное развитие ряда наших населенных пунктов. Мы рассчитываем, что все это на пользу общему нашему делу, служению государству России. Понятно, что для меня основная составляющая, как руководителя военной организации, объединения Северного флота, зона ответственности которого распространяется на всю Арктику в том числе, это очень важная составляющая, поддержка руководства регионов. И в данном случае мы сейчас говорим о регионе Республика Саха-Якутия. Вообще, сами организаторы Дней Дальнего Востока подчеркивают, что этот форум – это фестиваль. Ну а что такое фестиваль? Это песни и танцы, конечно же. И здесь в течение 2 дней на главной сцене будет проходить нон-стопом концерт. Все 11 регионов представили свои коллективы. Якутию представляет театр Олонхо и коллектив РЛ. Ну а также здесь выступят парни из группы Snow Boys. Ну, будем на них смотреть и за всех болеть.
В Москве также обсудили повышение качества жизни в Арктике на выездном заседании Ленского клуба. Деловая площадка собрала представителей органов власти, общественников и экспертов по актуальным вызовам северных территорий. 4 часа ярких обсуждений. Это темы экологии, от темы экологии до общественных инициатив, как фундамента развития всей Арктики. И вот участники Ленского клуба сошлись в одном. Все перспективы развития макрорегиона так или иначе связаны с приумножением человеческого капитала. Ведь именно люди делают ледяную пустыню обитаемой. Спикеры констатируют, что сдерживающим факторами прорыва Арктики является сохраняющийся отток населения и слабая транспортная доступность. Как раз этот формат придумали не для того, чтобы какие-то, знаете, вот четкие резолюции выпускать, обязательные к исполнению, а для того, чтобы выработать эти решения как раз с максимальным привлечением всемирно известных экспертов. Я считаю, что с этой точки зрения сегодняшнее заседание Ленского клуба абсолютно своей задачи достигло. Выездное заседание Ленского клуба в целом можно разбирать на цитаты. Вот как, к примеру, одна из них. «Чтобы Арктика стала по-настоящему великой, о ней нужно говорить». Конец цитаты. Тем самым экспертное сообщество предлагает усилить арктическую повестку. Информационная работа нужна, и я думаю, что как раз вот Ленский клуб отчасти для того и создан. Я думаю, что Ленский клуб может и должен претендовать на статус национального, тем более, что идея о национальном восточном клубе, восточный вектор уже года 3 бродит. Ленский клуб может сыграть роль соединителя с тем, чтобы они выработали единую повестку дня и просто идти на интеграцию с азиатскими элитами, которые необходимы для развития Сибири и Дальнего Востока, поскольку это рынок, а этот рынок не только настоящего, но и будущего. Далее о поддержке, в том числе и жителей арктической зоны. Молодые оленеводы до 35 лет получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Со следующего года в республике стартует новая программа «Молодой оленевод». Цель проекта – улучшение жилищных условий молодых специалистов. Для того, чтобы получить господдержку, участник программы должен оставаться в регионе, а также иметь стаж работы менее 4 лет. Деньги можно потратить на строительство дома или купить жилье на вторичном рынке. По плану в следующем году выплату в размере 1 миллиона рублей получат 11 молодых оленеводов. Добавим, Якутия станет единственным регионом, где начнет действовать такая программа поддержки. 2 года тому назад мы провели мониторинг, анализ по всем районам, сколько оленеводов у нас имеет жилье, сколько потребность, да, и увидели картину, что у молодых в основном нет жилья, да, и у среднего возраста. Есть прекрасная программа федеральная ИЖС по всем районам, но в Арктике это скромная цифра стоит. Почему? Потому что у оленеводов заработная плата не позволяет оформить данный вид субсидий. Поэтому принятие вот такого решения на уровне правительства, это, я еще раз говорю, существенная поддержка. А сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Владимир Путин дал поручение по развитию региональной авиации. Вопрос крайне важен для нашей республики. Нелегальные таксисты в Мирном. Сотрудники ГИБДД бессильны в этом вопросе. 5 золотых и 1 серебряная медали на двоих. Якутские спортсменки вернулись с соревнований по биатлону из Мурманска. И дайджест событий Ленского района в обзоре наших коллег. Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. Разработать сеть региональных авиамаршрутов и добиться их экономической привлекательности для перевозчиков и пассажиров поручил президент России Владимир Путин. На совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок, глава государства заметил, что в настоящее время люди, чтобы попасть из одного региона в другой, часто вынуждены летать через Москву. Президент отметил, необходимо развивать аэропорты, строить взлетно-посадочные полосы. Кроме того, Путин обратил внимание на кадровые вопросы для отрасли, а также поручил проанализировать готовность промышленности к выпуску воздушных судов, которые будут отвечать всем необходимым требованиям по цене, качеству и, конечно же, безопасности.
И продолжая тему региональной авиации, новости из Алекминска. Информация о том, что востребованный авиарейс Алекминск-Иркутск будет отменен со следующего года, встревожил большинство жителей. Начались сборы подписей под обращением на имя главы республики с просьбой решить эту проблему. И в День Конституции России состоялся прямой диалог видеосвязи для жительницы Алекминска, которая обратилась в приемную по удаленной связи. К чему пришли в материале Елены Фаст. Возможность напрямую получить ответ от председателя правительства Республики Саха-Якутия Солодова Владимира Викторовича появилась у жительницы Алекминского района. Вопрос проблемный, собравший более 1500 подписей. О необходимости прямого рейса между городами Алекминск и Иркутск в 2020 году. Мы собрали почти 1500 подписей алекминчан и сказали, что это не все подписались. В общем, надеемся, что правительство, глава республики и правительство нас услышало. И я удовлетворена ответом, который прозвучал из уст Владимира Викторовича. Надеемся, что этот рейс все-таки будет производиться. Обещание, что ситуация изменится в один день, не последовало, а вот предложения по решению были. Более того, вопрос взят на контроль правительства. Мы ставили этот вопрос на уровне полномочного представителя президента Юрия Викторовича Трутнева. И буквально вчера президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин проводил совещание с вице-премьерами и отдельно отметил, что вопросы доступности для Дальнего Востока должны быть первоочередными. Ранее вопрос транспортного сообщения Алекминского района уже поднимался при заместителе председателя правительства Ольги Валерьевны Балапкиной. Елена Фаст, Алекминск. И в продолжении темы транспорта. Билеты на поезда начнут продавать на автовокзале в Якутске. Жители и гости столицы смогут приобрести билеты на поезд, а также оплатить трансфер до железнодорожного вокзала Нижнего Бестяка в одной кассе. Стоимость билета на поездку в автобусе до ЖД вокзала составляет 200 рублей. Курсировать они начнут уже завтра. Отправление с автовокзала производится по нечетным числам месяца с 7 до 7:15 утра по якутскому времени. В Мирном увеличилось число нелегальных таксистов. Несмотря на все предпринятые меры, избавиться от незаконных перевозчиков не удается. Инспекторы ГИБДД бессильны. В проблеме разбиралась Марферина Алексеева. Ни ответственности, ни затрат. Так работает большинство таксистов в Мирном. Лицензию на перевозки они не оформляют, берут заказы из мобильных приложений. Ни о каких налогах, заработка речь и не идет. А выявить нелегальных таксистов довольно сложно, так как при осмотре документов специалистами ДПС водители просят пассажиров называться их знакомыми или друзьями. Нам также удалось стать свидетелями такой ситуации. Я не помню, когда, очень давно я познакомилась с одним человеком, который довозил меня, не помню, на такси или на... есть же индрайверы все эти, и у меня телефон – это Стас, я его как бы знаю, знакомый, плохо, мы с ним не дружим, но хороший знакомый, который может довести. Со слов сотрудников госавтоинспекции, позже девушка все же дала достоверную информацию. На водителя был оформлен протокол. Оказалось, мужчина действительно занимался перевозкой пассажиров без специального разрешения. Именно нелегальные перевозчики чаще нарушают правила дорожного движения, скоростной режим, и далеко не всегда в машине имеется аптечка. А перед самой поездкой они не проходят медосмотр на предмет алкогольного и наркотического опьянения. К сожалению, более 90% существующих в Мирном такси осуществляют перевозки нелегально. У нас до последнего времени все были нелегальные. Можно сказать, что у нас просто существует как таковых служб такси нет, просто есть диспетчерские службы, которые просто передают наряд гражданам, то есть водителям, да, а те просто перевозят людей. Никто не, получается, и диспетчеры за автомобиль не отвечают, и водители, соответственно, тоже. Но сейчас появилась, у нас одна служба такси есть. Штраф за отсутствие при себе лицензии такси составляет до 5000 рублей. Для того, чтобы получить разрешение на перевозку пассажиров, надо обратиться в Гостехнадзор. Цена такой справки составляет около 5000 рублей. Действует на протяжении 5 лет. В текущем году в Мирном к административной ответственности за нелегальную перевозку пассажиров было привлечено 77 водителей. Точной статистикой не владеет никто. Выявить псевдотаксистов сложно, тем более доказать факт оплаты. Ведь именно после оплаты можно наказать ложного таксиста. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.
Процедура освидетельствования инвалидов со следующего года станет еще более прозрачной и понятной. Теперь здесь будут применяться обновленные квалификации и критерии по установлению групп инвалидности как для взрослого населения, так и для групп детей. В новых порядках разбирался Дмитрий Тымыров. С 1 января 2020 года начнет действовать новый порядок квалификации групп инвалидности, разделения их на взрослые и детские. Теперь появились отдельные критерии для определения инвалидности для детей. Необходимость их разработки объясняется тем, что в документах, действовавших до недавнего времени, были пробелы. А для проведения медико-социальной экспертизы в отношении детей нужна была специализированная квалификация ограничений. Новый приказ Минтруда России, который был утвержден в августе этого года, содержится ряд обновлений. Что сейчас вот будет новая классификация, будем более понятийно подходить к установлению инвалидности. Во-первых, разделены некоторые нозологические формы заболевания, нарушение функций, отдельные критерии при первичном освидетельствовании и отдельно при повторном. Во-вторых, критерии разделены на взрослые и детские. В-третьих, в рамках исполнения Конвенции ООН по правам инвалидности к структуре добавлены не только код международной квалификации болезней, но и код классификации функционирования и ограничений жизнедеятельности человека. В приказе заболеваний, вызывающие наибольшую сложность, разделены на группы: эндокринные заболевания, психические расстройства, хромосомные нарушения, заболевания нервной системы и другие. Кроме того, будет расширен и перечень обследований при направлении на медико-социальную экспертизу. В приказ, утвержденный Минтрудом и Минздравом России, будет включено больше патологий. Появились перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и системы организма, при которых группа инвалидности и категории «ребенок-инвалид» устанавливается бессрочно. Мы провели вот сейчас в декаду инвалидов встречи с общественными организациями. Всех их ознакомили, наша общественная организация инвалидов, ознакомили их с этим приказом. Собирали врачебные комиссии, медицинскую общественность, медицинские организации. Им тоже представили данную классификацию, потому как при направлении на МСЭ необходимо учитывать эту классификацию уже начиная с 1 января. Также утвержден перечень заочных освидетельствований, когда его проводят без присутствия самого человека, а решение принимается на основании сведений, указанных в медицинской документации. Заочное освидетельствование возможно и в том случае, когда гражданин проживает в отдаленном населенном пункте. Отметим, только за 2018 год через Главное бюро медико-социальной экспертизы прошли более 23 тысяч человек. Специалисты бюро МСЭК надеются, что новые поправки в закон упростят процедуру прохождения комиссии и помогут ускорить процесс работы с населением. Мы продолжаем следить за судьбой гражданина Молдовы, инвалида второй группы Тодора Чибана. День Конституции России он отмечает с единственным удостоверяющим его личность документом – видом на жительство. Федор Матвеевич, а именно так звали гражданина Советского Союза до того, как он не решил пожить на родине, в Молдове. Именно там он лишился не только паспорта, но и фамилии в документе. А его русское имя Федор было заменено на молдовское Тудор. С тех пор, а в России он находится порядка 20 лет и 15 из них в Якутии, Тодор Чибан пытается получить гражданство России, но все его усилия тщетны. В настоящее время Чибан Тодор подал заявление о приобретении гражданства в общем порядке. Данные документы нами рассматриваются, дорабатываются. Ему необходимо оплатить задолженность по налогам и сборам. Ну и есть у нас как бы разночтение в имени и отчестве, поэтому мы с ним должны отработать этот вопрос. В принципе, проблем нет. В ближайшее время нам материал будет направлен в МВД России на рассмотрение. Срок рассмотрения вопроса по общему порядку в течение года. Также гражданин имеет право получить гражданство в упрощенном порядке в течение 3 месяцев. Для этого ему нужно посетить консульство своей страны в России или же в письменном виде связаться с данным органом. Также сотрудники управления подтвердили тот факт, что проводились проверочные мероприятия по рассмотрению вопроса аннулирования действующего у него вида на жительство. Но сегодня вопрос выдворения его из страны уже урегулирован.
Имя нового директора Национального художественного музея Якутии объявят 25 декабря. Всего на данную управленческую должность подали заявки 17 претендентов. Из них в следующий этап отобрали 11. Заочный этап длился несколько недель, а сегодня на очном этапе конкурсанты защитили свои проекты перед комиссией. Те люди, которые участвуют из других регионов, выступили по электронным видам связи. Комиссия во главе с председателем правительства Владимиром Солодовым задала соответствующие вопросы по программам развития музея. Нам очень важно, что замещение этих должностей ключевых управленческих становится открытым процессом. Любой желающий соответствующих квалификационных требований мог подать заявку на участие. Мы планируем эту практику расширять. То есть новые должности, в том числе вот мы начали с должностей управленческих в сфере культуры, руководитель Государственного театра оперы и балета, руководитель Национального художественного музея. Дальше планируем и руководителей органов государственной власти тоже подбирать через такой механизм. В Якутске завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик». Состязания состояли из 3 этапов. В них приняли участие 14 сварщиков из разных предприятий Якутии. Основная цель конкурса – повышение профессионального мастерства и повышение престижа профессии сварщика. Конкурс состоялся в рамках 2-го форума «Рынок труда и национальная система квалификации в Якутии». Сварщики шли все, как называется, все вместе, потому что разницы большой в баллах не было. В любом деле, даже не как не сварщик, в любом деле, если постоянно тренироваться, постоянно совершенствоваться, должен получиться результат. Если стоишь на одном месте, ничего не получается. Настоящим якутским триумфом завершился первый этап Кубка Анны Багали в городе Мурманск. Открытые всероссийские соревнования прошли в столице Заполярья с 3 по 9 декабря. Спортсмены, представляющие Якутию, хотя их было всего 2, привезли домой 5 золотых и 1 серебряную медали. С юной биатлонисткой с поселка Чульман Ксенией Янополец встретилась и наша съемочная группа. Репортаж Екатерины Павловой. Более 300 юных спортсменов-биатлонистов из 23 регионов страны в начале декабря приехали на Мурманский снег, чтобы сразиться за медали Кубка Анны Багали. Биатлонисты 4 возрастных категорий состязались в 3 дисциплинах. Янополец Ксения из поселка Чульман впервые участвовала в соревнованиях такого уровня и дебютировала с большим успехом, вернувшись домой с 2 золотыми и 1 серебряной медалями. В первый день мы бежали индивидуальную гонку. Я была первая. У меня было 2 промаха, но потому что сильный снег шел. Во второй день был спринт. Я тоже прибежала первая с отрывом 14 секунд от второго. И мне удалось отстрелять без промахов. В 3-й день мне не удалось быть первой, и поэтому я была вторая. Мне понравилось, я была там первый раз. И было очень интересно, позитивно. С Ксенией на соревнования ездила ее мама Виктория. Впервые кубок проходил в условиях полярной ночи, и для большинства спортсменов это был первый опыт таких условий. Это практически постоянная ночь, и на стадионе прожекторы освещают данную трассу, и как бы надо привыкнуть, перестроиться, потому что практически постоянно хочется спать. Для данных условий очень тяжело попасть в цель без промахов. Поэтому ребятам пришлось очень стараться. Свет, мишени. Постоянно организаторы корректировали стрельбище. Более 5 лет Ксения Янополец занимается лыжами и всего 2 месяца как начала осваивать биатлон. Ее тренер Александр Лукьянов с лыжной секции метельца поселка Чульман сегодня находится на очередных соревнованиях. Воспитанники метельцы – сильные спортсмены, не перестающие пополнять призовой фонд республики. У секции есть свои спонсоры. Один из них – начальник энергорайона поселка Нам Вячеслав Илларионович, который приобретает воспитанникам единую спортивную форму и инвентарь. Но у секции не всегда хватает финансов для того, чтобы отправлять детей на крупные соревнования. Мы бы хотели в феврале месяце вывести уже 6 детей на Сахалин, чтобы дети могли выступить хотя бы на одном этапе на призы Анны Багали. Тренер Александр Владимирович занимается с детьми не только лыжными гонками,
В этом году и раньше он начал усиленно давать занятия по стрелковой подготовке. Отличный старт Ксении Янополец подстегнул спортсменку к дальнейшей борьбе за победу в соревнованиях. В ближайшее время юная звездочка планирует продолжить биатлонную эстафету, которую у Мурманска примет Магнитогорск в январе. Затем юных биатлонистов ждет февральский этап на Сахалине и финальный этап в Новосибирске. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. А далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Ленского района. Я передаю слово моей коллеге Анне Кожевниковой.